Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшик Шара. Премьер-министр Александр Анкваб продолжает курс реабилитации после заболевания коронавирусной инфекцией. Как сказал в телефонном разговоре сам премьер-министр, чувствует он себя нормально. Об этом сообщил заместитель руководителя аппарата Кабинета министров Кристиан Джания. С целью обсуждения возможности создания общественного совета при президенте Абхазии вице-президент Бадра Гунба провел встречу с представителями политических партий и общественных организаций республики. Общественный совет призван стать механизмом обеспечения эффективности взаимодействия главы государства при реализации его конституционных полномочий с политическими партиями, общественными организациями и иными институтами гражданского общества. Как пояснил Бадра Гунба, совет является совещательным органом при президенте республики. Основная деятельность совета – выработка предложений и рекомендаций по актуальным вопросам внутренней и внешней политики государства, развитие экономики, социальной сферы, обеспечение соблюдения прав и свобод человека и других важных вопросов. Всем участникам встречи было предоставлено общее положение совета для ознакомления и дальнейшего принятия решения, нужен ли в нашей стране общественный совет при президенте или нет. Вот заседание Совета – это 4-й пункт, 6-й подпункт. Заседание Совета проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 месяца. В случае необходимости председатель может созвать неочередной. Мне бы хотелось, чтобы, знаете, вот такая, это же все-таки общественная организация, чтобы такая зависимость от главы государства постоянно, навсегда, чтобы здесь не была закреплена. Может быть, добавить сюда, что заседание Совета также может быть созвано по инициативе 1/3 ее членов. Разумно. Расширенный репортаж со встречи смотрите в нашем эфире в среду. Президент Абхазии Аслан Джания поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с Днем защитника Отечества. Этот замечательный праздник является символом героической и славной истории России, патриотизма российской армии и ее единства с народом. 23 февраля мы чтим смелых, самоотверженных, сильных духом людей, посвятивших свою жизнь служению отчизне, тех, кто защищает мир и покой граждан. Народ Абхазии благодарен российской армии и лично вам за сохранение мира на нашей земле. Военно-техническое сотрудничество с Россией является одним из приоритетных направлений деятельности руководства Абхазии, отмечается в частности в поздравлении. Аслан Джания пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в деле служения многонациональному народу России. 23 февраля – особый день и знаменательный праздник не только для военнослужащих, но и для всех граждан Южной Осетии. В этот день в республике также отмечается День вооруженных сил. В честь праздника на территории военного городка Минобороны Южной Осетии состоялось торжественное построение личного состава. К военнослужащим обратился верховный главнокомандующий, президент Юго-Осетинской республики Анатолий Бибилов, который подчеркнул, что сегодня есть все основания говорить о том, что служба в вооруженных силах поднята на высокий уровень, чему в том числе способствует взаимодействие с вооруженными силами России. Поздравил военнослужащих и министр обороны Ибрагим Гасеев. В День вооруженных сил Южной Осетии на территории военного городка состоялось открытие мемориала «Воинская слава». В структуре мемориала установлены бюсты первого министра обороны Валерия Хубулова и первого командующего вооруженными силами РИО Алана Джиоева. В праздничных мероприятиях приняла участие и делегация оборонного ведомства Абхазии. Приветственный адрес от имени министра обороны Владимира Ануа зачитал первый заместитель министра Беслан Цвижба. Кроме того, ряд юго-осетинских военнослужащих были награждены ведомственными наградами Минобороны Абхазии. Хочу поздравить с сегодняшним днем. Это событие очень важное не только в вооруженных силах Республики Южная Осетия, также для всего народа. На этом месте сегодня открытие мемориального комплекса. И здесь видно, находимся у памятников. Сегодня были открыты памятники Хубулова Валерия и Алана Джоева, которые в самый тяжелый период для Республики Абхазия, они со своим личным составом, с друзьями приехали и вместе с нами отстаивали свободу и независимость нашего государства. Мы всегда чтим память
И этот комплекс, который сегодня был открыт, это говорит еще раз о том, что для будущего поколения и воспитания поколения это очень важное мероприятие. Спикер Народного собрания парламента Абхазии Валерий Кварча поздравил председателя Государственной Думы Федерального собрания России Вячеслава Володина с Днем защитника Отечества. Валерий Кварча отметил, что традиции патриотизма, верность воинскому долгу, готовность встать на защиту Родины объединяют многие поколения граждан двух стран. За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу заведующей отделением ультразвуковой диагностики Центральной республиканской больницы Манане Тарба присвоено почетное звание «Заслуженный врач Республики Абхазия». Соответствующий указ подписал президент Аслан Бжаня. Праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, прошло в Сухуме в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата «Айтар». В нем приняли участие заместитель руководителя администрации президента Джансух Нанба, вице-премьер правительства Сергей Пустовалов, заместитель министра обороны Надар Авицба. Сергей Пустовалов зачитал поздравительный адрес временно исполняющего обязанности премьер-министра Владимира Делба в честь праздника, а также за оказанную помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Военным медикам были вручены ведомственные медали Министерства обороны и грамоты. Этот праздник олицетворяет силу воли, мужество и героизм людей, посвятивших себя святой обязанности по защите Родины и поддержке частей и подразделений вооруженных сил Российской Федерации в несении нелегкой службы. Он наполняет наши сердца гордостью и глубоким уважением к людям, чьи ратные подвиги всегда будут служить примером самоотвержения для всех поколений. Искренне благодарны вам и вашим боевым друзьям за колоссальный труд, за поддержку, которую оказывает личный состав госпиталя в трудный для нашей страны период, вызванный новой коронавирусной инфекцией. Граждане Абхазии ценят внимательное отношение, самоотверженность и стойкость, которые проявляют при оказании необходимой помощи наши российские друзья. Крепкого здоровья, благополучия, мирного неба, новых профессиональных достижений вам, дорогие друзья! В Абхазии вновь участились аварии на подстанциях и воздушных линиях, из-за чего население республики подолгу остается без света. В то же время при достижении пиковых нагрузок Черноморэнерго ввело временные ограничения на подачу электроэнергии. Кроме того, как говорят специалисты, не прекращаются работы по отключению незаконных потребителей. Почему не получается снизить нагрузки и какой выход видит энергетики, узнавала Гугуца Вардания. Казалось бы, в какой-то период свет в домах стали выключать реже. Однако сейчас вновь зафиксирован резкий рост числа потребляемой электроэнергии. Всему виной похолодание и работа майнеров, говорят специалисты. Сейчас опять пошел резкий скачок. Это и с похолоданием, и думаю, что и с повторным включением вот этих незаконных потребителей. На грани некоторых подстанций, на грани мы не можем никакой график создать, потому что в пиковые часы день на день не похожи, приходится по факту отключать, поэтому никакого графика нет. Где можем избежать этого, пройти этот момент, проходим, где не можем, приходится отключать. Пиковые часы – это время, в которое нагрузки сильно увеличиваются. Особенно ситуация обостряется к вечеру. Потребление электричества увеличивается в разы. К этому крайнему размеру потребления прибавляется вот это, что люди домой приходят, включают, начинают готовить что-то, телевизоры, лампочки, освещение включают, и это добавляется. Пиковые нагрузки в последнее время в Абхазии происходят круглосуточно. И работают энергетики также круглосуточно. Все службы Черноморэнерго должны быть на дежурстве 24 часа в сутки. Ведь авариям в электросетях и на подстанциях нет счета. На линиях электропередач было несколько обрывов, 2-3 аварии за 2 недели было, обрывы на высоковольтных электросетях. А в распредсетях, когда снег выпал, там вообще неимоверное количество по районам. В городе, в Сухуме и по районам, это там пальцами не засчитай так. Бывает и так, что найти место аварии очень сложно, и поэтому некоторым населенным пунктам приходится долгое время оставаться без электричества. Как, к примеру, сейчас вот мы в Мишерском, туда в ущелье,
2 дня искали там непроходимые леса. И даже когда нашли, техника не подходит, а потом устранять тоже свои проблемы, нет доступа техники. Иногда приходится вручную все это поднимать, короче говоря, там большие сложности. Ребята вообще чудеса вытворяют на самом деле. Работы по отключению незаконных потребителей ведутся не прекращаясь, но, по словам специалистов, нагрузки все же через некоторое время вновь возрастают, так как есть немало случаев повторного подключения. Но включают, к сожалению, так, ориентировочно так, все равно 50 мегаватт, половина из того, что вот резко отключили тогда, очень ощутимо, и мы вздохнули, половина, тут и похолодание, повышение нагрузок. Но есть это все, ежегодно же мы наблюдаем из-за похолодания, сколько добавляется нагрузки. Оно превышает в 2 раза. Это значит опять майнинги. Превалирующего района по нагрузкам нет. Скачки потребления электроэнергии случаются каждый день в разных частях страны. Если перегрузился трансформатор на подстанции, то энергетики его отключают на время во избежание масштабной аварии. А вот линии электропередачи и воздушные, и кабельные имеют свойство сами отключаться при перегрузах. Оборудование, отходящее, там, будь это кабель, будь это воздушная линия, имеет свой предел, крайний предел пропускной способности. И на это настроена автоматика. Если он не отключит, это кабель взорвется или провод, поэтому он сам отключает. Каждый раз, когда линии или фидер отключаются, энергетики пробуют подключить их вновь. Однако безрезультатно. Приходится ждать около часа, пока не спадут нагрузки. А если при следующей попытке подключения сети не заработали, значит авария. При таких обстоятельствах график отключений составить просто невозможно. Кроме того, по словам Тимура Кация, такая масштабная авария, как на ПС Сухум-1, возможна на любой подстанции, так как техника на многих из них изношена. Устранить проблему будет катастрофически сложно. Что касается перетока электричества из России, то до конца мая отпущено определенное количество киловатт-часов, в которое необходимо вписаться. Мы уже основную часть, большую часть потребили, а времени до запуска очень много еще. На сегодняшний день вопрос, как стабилизировать систему электроснабжения, остается открытым. Энергетики вновь обращаются к незаконным потребителям электроэнергии с просьбой отключить майнеры. Ведь пока в их аппаратах горит свет, электричества нет в домах у детей и стариков. Гугут Савардани, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Вопросам контроля за запретом функционирования майнинговых ферм посвящалось рабочее совещание, которое провел временно исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Делба. В совещании приняли участие члены правительства, главы районных администраций, представители таможенного комитета, комитета по стандартам, потребительскому и техническому контролю. На встрече речь шла о методах исключения фактов превышения лимитов потребления электроэнергии, установленных Черноморэнерго на период энергетического кризиса. За последний месяц по республике потребление увеличилось на 100 мегаватт. Это недопустимое для текущей ситуации превышение. Участники совещания обсудили методы решения проблемы и выслушали отчеты руководителей районных штабов, согласно которым во всех районах продолжаются рейдовые мероприятия. Крупные фермы отключены. Однако остаются проблемы с выявлением мелких ферм на частных территориях. Вчера на совещании президента были озвучены конкретные поручения главы государства об усилении мер контроля за запретом этой деятельности. Уже не секрет, я вот могу в частности озвучить, что в последние дни наметилась тенденция увеличения потребления электроэнергии, причем оно в таком значимом диапазоне растет. Это связано не только с изменением климатических условий, температурного режима в нашей стране, но и есть факты, что в отдельных случаях повторно было включено оборудование по добыче криптовалюты. Ну а в некоторых случаях оно даже заново стало работать. Поэтому хочу сразу же обратить внимание и глав районов, и города Сухум, и ответственных должностных лиц на неукоснительное соблюдение требований постановления правительства о запрете размещения и хранения, прежде всего,
оборудование, которое находится в подведомственных учреждениях на ваших территориях. Мы имеем информацию по республиканским унитарным предприятиям, какое оборудование где находилось, где опломбировано, что закрыто, что вывезено, что демонтировано. Аналогичная ситуация должна и быть по МУПам. В случае, если подобные явления будут иметь место, о персональной ответственности должностных лиц вам тоже хорошо известно. 23 февраля – день рождения известного абхазского общественного и политического деятеля, юриста, депутата парламента первого созыва Зураба Ачба. Высокопрофессиональный юрист, публицист, человек большой души. Он хорошо знал нужды Абхазии, мечтал видеть ее цивилизованным, правовым, демократическим государством. Блестящий оратор, полемист, активный сторонник и участник грузино-абхазского диалога до войны 92-93 годов. Один из авторов Конституции Республики Абхазия, принятой 26 ноября 1994 года. Зураб Ачба был убит в Сухуме 15 августа 2000 года. Его убийца так и не был найден. Статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией в последнее время идет на спад. Чтобы сохранить эту тенденцию, необходимо строго соблюдать предписания СЭС, особенно в школах и объектах общепита. По поручению президента Абхазии Аслана Бжания все образовательные учреждения республики регулярно проверяются на предмет соблюдения правил безопасности. Так, первый вице-премьер Беслан Джиопов в сопровождении главного санитарного врача Сухума Аллы Беляевой, начальника управления образования столичной администрации Астанды Таркил и заместителя главы администрации Астамура Ашуба ознакомился с организацией учебного процесса в 3-й и 4-й школах города Сухум. Репортаж Шазины Ханагуа. В этой школе более 800 учащихся. Беслан Джиопов зашел в несколько классов и проверил, соблюдаются ли все предписанные санитарные нормы. При входе у всех без исключения проверяют температуру. Классы разбиты на группы. За каждой партой сидит только один ученик. Однако Алла Беляева сделала замечание именно по рассадке детей. Шахматная рассадка не везде соблюдается. Видите, тот ряд задняя часть, да? Этот ряд задняя часть, да? Центральный ряд идет. То есть это соблюдать, да, наблюдать педагог. Для того, чтобы они не пересаживались, пожалуйста, лишние стулья убрать из всех классов. То есть одна парта, один стул. По словам директора Майи Пагава, в школе существуют проблемы с отоплением. 1Б нуждается в тенах. Тены эти изготавливаются во Владивостоке. Вот мы ждем проплату, предоплату за тены, чтобы тены, поставка пришла сюда. Вот. 2 тена сохранили. Мы сейчас всю школу содержим на 2 баках согревательных. Тепло, да? Ну, вы знаете, ну вот какое-то тепло, конечно, есть, потому что здание... Свет есть, все-таки тепло, да? Свет да, есть? а напряжение слабоватое. Мы с воскресенья уже стабильно включили полностью отопление, и оно прогревается. Школа толстостенная, очень. Сохраняет тепло. Сохраняет, если оно есть. И долго набирает это тепло. Вот сейчас мы на стадии, значит, вот, прогревания полностью здания. Ну, где есть кондиционеры, где холодно, мы подключаем. В школе функционирует модель 3×3. С понедельника по среду учатся старшеклассники, а с четверга по субботу младшие классы. Учителя весь карантин проводили онлайн-уроки, однако они не так эффективны, как хотелось бы. Стараемся программу, чтобы дети осилили. Ведем процесс учебный как положено, соблюдая все нормы, предписанные управлением образования. На 15 недель программу составили, по этой программе работаем. Каждый день составляем календарно-тематические планы и поурочные. Ваш коллектив все за то, что дети пошли в школу? Наш коллектив, да, все за то, чтобы процесс продолжался, соблюдая нормы. А что делать? Детей надо учить. Итак, пробелы были у нас, но теперь мы стараемся все восполнить, чтобы завершить учебный процесс.
Школьники рады возобновлению учебного процесса и встрече с друзьями и учителями. Мы очень рады, что вернулись в школу, несмотря на то, что сейчас обучение проходит в таких непростых для нас условиях. Мы сидим в масках, обязаны носить с собой влажные салфетки и прочие предметы. Но, в принципе, мы очень рады, что мы вернулись в школу, потому что это неотъемлемая часть нашей жизни. Я очень рада, я скучала по своим друзьям и хотела с ними увидеться. Безусловно, мне комфортнее сидеть в классе с одноклассниками, потому что дома все равно есть на что отвлечься. Буфет в школе работает, но пока здесь только булочки и сок. Чтобы не было скоплений, еду поднимают в классы. У нас перемена 10 минут. Ребенок может отдохнуть. Если родители дали ребенку паёк, они могут у себя в классе перекусить. А для тех детей, которые не принесли с собой, первую неделю администрация города организовала централизованная выпечка. Но выдерживать, конечно, на всю школу на 9 тысяч детей это невозможно. Исходя из этого, мы практически планировали это для начального звена. А старшее звено вот у нас с понедельника, там, где есть пищеблок и где есть у нас столовые, было организовано по предписанию СЭС, что дети не заходят в пищеблок, еду поднимают то ли классные руководители, то ли родители. К сожалению, при таком методе нельзя наладить полноценное питание. Да, конечно. То есть первые блюда будут исключены полностью. Если сильно постараться, возможно доставка, допустим, вторых блюд в одноразовой посуде в классы. Ну, тут уже как наладят. Тоже нет. Это вот булочки там. Пока да, пока мы только, сегодня старшие классы работают второй день. Это особенно актуально для маленьких, для первых, 4 классов. Тут надо подумать. Беслан Джопо посетил и Сухумскую 4-ю школу имени Гуля. Здесь также соблюдаются необходимые санитарные нормы, предусмотрены разные входы, что и отметил по завершении инспекции первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопо. Исходя из указания президента, руководства страны по проверке ситуации в школах, в учебных заведениях в связи с тем, что начался учебный процесс, отдельная комиссия поручена всем членам правительства посетить школы по всей Абхазии. Вот мы сегодня в связи с этим посетили 2 школы. Школа это 4-я Сухумская и 3-я Сухумская школа. Обе школы они являются здания очень в приличном состоянии, так как недавно был капитальный ремонт строения, поэтому они отвечают всем требованиям тем, которые для учебного процесса. Другое дело, в связи с теми ограничениями в школах практически не соблюдаются. Это смены, это организованные, и помимо смены разделены на 2 группы, которые по дням в неделю, отдельные дни ходят. Это сейчас я перечислять, если не стану в курсе, наверное, это 3 дня, одна часть начальные классы, другая часть, остальные 3 дня, 6-дневка, и еще потом разделены на день на 1-ю, среднюю и 2-ю смену. Это очень удобно в том смысле, что меньше детей можно организовать в классах. Классы небольшие, это по конструкции школы, поэтому большое количество детей это невозможно было бы соблюдать эти правила. Таким образом мы увидели, что в классах соблюдаются меры предосторожности, пользуются всеми средствами необходимыми для того, чтобы соблюдать правила. Беслан Джопо призвал со всей ответственностью отнестись к предписаниям СЭС и соблюдать все меры безопасности. Шазина Ханагу, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Депутат Народного собрания Абхазии, председатель парламентского комитета по государственно-правовой политике Валерий Агрба провел парламентское расследование по факту законности возбуждения уголовного дела в отношении главврача республиканской больницы Аполлона Гургулия и его заместителя Георгия Вовба. О результатах расследования он сообщил журналистам на пресс-конференции. Генпрокуратура обвиняет Аполлона Гургулия и Георгия Вовба в превышении должностных полномочий.
пресс-конференции председатель парламентского комитета по государственно-правовой политике Валерий Агрба поделился своим мнением по так называемому делу врачей, начав с предыстории вопроса. По словам Валерия Агрба, он провел собственное расследование. В частности, обратился в Министерство здравоохранения, где ему предоставили копию приказа министра Тамаза Цахнаки от 18 января 2021 года о создании комиссии с целью служебной проверки по внутреннему расследованию вопроса. Данная комиссия была создана после того, как Генпрокуратура направила в Минздрав представление рекомендательного характера о необходимости проведения расследования по факту превышения должностных полномочий и нецелевого расходования средств из республиканской больницы. В соответствии с приказом министра здравоохранения проверка должна была быть завершена не позднее 28 января. Новое обращение Генпрокуратуры о том, чтобы оставить без рассмотрения представление, имело место 1 февраля. Несмотря на это, депутат Валерий Агрба считает, что комиссии Минздрава не дали завершить проверку. Министр здравоохранения назначил проверку, по итогам которой они бы принимали решение. Дата окончания проверки и акта проверки 28 января. Также я запросил Министерство здравоохранения документ, на основании которого прекращено служебное расследование и уже Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело. Вот документ с подписью заместителя генерального прокурора Тырба, в котором обращается на имя министра здравоохранения Цахнаки Тамаза Бурмановича преамбула и главное пишет в конце: ввиду отмены 1 февраля 2021 года Генеральным прокурором Республики Абхазия процессуального решения об отказе в возбуждении уголовного дела по данному материалу и проведении дополнительной процессуальной проверки прошу оставить представление без рассмотрения. Вот этот документ. То есть сама Генеральная прокуратура направляет в Министерство здравоохранения представление рекомендательного характера о применении мер дисциплинарного взыскания в отношении главного врача и заместителя главного врача. Министр здравоохранения назначает свою служебную проверку, просит, указывает, точнее, что завершить ее до 28 января, 2 февраля присылают в Министерство здравоохранения со стороны Генеральной прокуратуры обращение с просьбой оставить без рассмотрения проведение служебной проверки. То есть не дали довести до конца саму служебную проверку, сделать выводы. Депутат Валерий Агрба утверждает, что парламент не вмешивался в расследование и процесс возбуждения уголовного дела. И состоявшееся ранее расширенное заседание парламентского комитета по государственно-правовой политике прошло на основе обращения медицинского сообщества. Отвечая на вопрос журналиста о том, каждому ли делу, с которым общественность или же отдельный гражданин обращается в парламент, уделяют столь пристальное внимание, Валерий Агрба отметил, что обращений было немало, как и расследований. Было масса за это время обращений, масса расследований. Может быть, не все дошли до такого логического конца. Помимо обращения в парламент, именно по таким случаям у нас еще другие полномочия, которые не всегда возможно оперативно решать, поэтому был учрежден такой вот институт уполномоченного по правам человека, который как раз непосредственно специализированно будет занимается уже и будет заниматься такими вопросами. На вопрос о том, почему Валерий Агрба отказывается от участия в прямых эфирах АГТРК, депутат ответил, что у него не всегда получается прийти на прямой эфир в силу ряда причин. Не всегда, даже по моей просьбе, возможно было попасть, но иногда не совпадали интересы, скажем, или по времени запланированы какие-то мероприятия на Абхазском телевидении с моим какой-то профессиональной деятельностью, или отсутствие меня в связи с служебной необходимостью вне территории Абхазии. Так пару раз у нас было. Действительно, я это не отрицаю, но это никак не означает, что я избегаю общественности, избегаю каких-то эфиров. Я как считаю, что как раз наиболее правильно было бы доносить свою позицию и постараться. Конечно, это очень сложно. Почему? Потому что зачастую на телевидении ставят такие вот, правильно, наверное, да, ставить, противопоставлять разные точки зрения. Не было возможности у меня присутствовать на том эфире, когда выступал Пиля, Доминия, замминистра, зам генерального прокурора и представитель медицинского сообщества. Я не мог просто физически присутствовать там. Но если есть какие-то темы, пожалуйста, я всегда
готов пройти. У меня нет комплексов на этот счет, страхов, там, как у многих там, перед прямыми эфирами, так что в этом отношении все нормально. Ранее на заседании парламентского комитета заместитель генпрокурора Руслан Тыркбы рассказал, что депутат Валерий Агрба угрожал ему, что в суде, по его выражению, поломает любое дело. Однако депутат отвергает подобные обвинения. Естественно, ни о какой угрозе или никаком угрозе физической какой-то, не дай бог, или угрозе отменить любые решения в суде не было и речи, на что у меня есть соответствующие неопровержимые доказательства. Тем более вы по результатам видите, что суд, принимая решение на обжалование стороны защиты, на представление Тыркба, кстати, судья тоже Тыркба, принял решение в пользу прокуратуры. Уж точно не меня можно в этом обвинить. На вопрос о том, насколько профессиональная деятельность депутата, как председателя Комитета по государственно-правовой политике, стыкуется с его позицией по делу врачей, Валерий Агрба ответил, что его деятельность непосредственно связана с любым делом, касающимся государственных институтов. Алика Трапш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. 3 марта в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии откроется выставка «Женский портрет». Экспозиция организована Союзом художников Абхазии и Государственной национальной картинной галереей при поддержке Министерства культуры. Выставка продлится до 25 марта. На ней будут представлены женские портреты, созданные художниками за последние 100 лет. Местный рынок довольно богат на мясную и молочную продукцию, в том числе на мясо курицы и дичи. Контроль над их качеством осуществляет Государственная ветеринарная служба Абхазии, которая также занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний животных, птиц, рыб и пчел. Без ветеринарно-санитарной экспертизы и сертификации продукты животного происхождения не должны попадать на рынок. Как работает ветслужба и с какими трудностями сталкиваются специалисты, выясняли наши корреспонденты. Репортажи с Мыгуланзе. Государственная ветеринарная служба Абхазии состоит из районных подразделений и центрального органа, в который входят Республиканская ветлаборатория и Управление пограничного ветконтроля. Кроме того, при каждом продовольственном рынке города или района функционируют лаборатории. Все, что связано с лечением, профилактикой, диагностикой болезни, это первое. Второе, значит, это защита нашей страны от заболеваний, значит, прежде всего общих для человека и животных, которые могут проникать в пределы нашей страны из других государств. Вот защита. Третий – это ветеринарный надзор, контроль над всеми, кто занимается разведением животных, значит, их реализацией продуктов животноводства. Это как будет на рынке, в магазинах и потом хранение, в общем, в складах. Проблем у службы немало. Одна из основных – ветеринарно-санитарный контроль за мясной и молочной продукцией. Продукция, которая реализуется через продовольственные рынки, проходит строгий контроль. А вот некоторые недобросовестные коммерческие производители стараются обойти проверки. Если люди позволяют себе, минуя, значит, ветеринарные структуры, реализовать свою продукцию, естественно, у нас нет таких сил и средств, чтобы за каждым следить. Это не получается. Но здесь же все взаимосвязано. Мы должны, с нами должны, и мы должны сотрудничать с другими органами, соответствующими. Но здесь нужно сказать, что, конечно же, и наблюдаются определенные уступки. Нельзя забивать, где придется, как у нас принято на свадьбах, там 10 голов взяли и зарезали прямо во дворе, и разбрасываются остатки, значит, туш. Это категорически запрещается во всех странах. У нас пока это допустимо. В данное время действует план ветеринарных мероприятий, разработанных в начале года. Согласно плану, массовая вакцинация животных начнется весной. Ежегодно в рамках бесплатной госпрограммы проводится вакцинация от таких опасных инфекционных заболеваний, как бруцеллез, туберкулез, ящур, сибирская язва. Помимо сезонной, при необходимости служба проводит вынужденную вакцинацию. Когда возникают заболевания, допустим, ну, есть такая вирусная болезнь, как бешенство, вы все это знаете, слышали, да? Для того, чтобы, значит, искоренить очаг, тогда проводится, значит, вокруг очага
прививки, значит, вакцинации животных. У нас свиного гриппа не было и нет. Это только есть, бывают случаи, когда в других, значит, республиках, в других странах, да, и это как бы угроза возникает, но до нас это не доходило еще. А птичий грипп, там уже в Краснодарском крае несколько случаев было недавно. Птичий грипп имеет место быть в разных регионах России, часто это происходит, но в Абхазии этого не было у нас тоже. На сегодняшний день вакцинация – единственный способ защитить животное от инфекционных заболеваний. Кроме того, не нужно забывать о том, что некоторые болезни могут передаваться и человеку. Эсма Голанзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. После нормализации эпидемиологической ситуации планируется визит в Абхазию действующего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Он собирается провести мастер-класс для молодых спортсменов и встретиться с руководством страны. Планы по визиту в Абхазию Нурмагомедов обсудил на встрече с основателем движения «Послы доброй воли» Иналом Ардзенба. Поездка намечена на весну этого года. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в среду в Абхазии ожидается облачная погода, местами возможен дождь, туман, в предгорьях и горах снег. Температура воздуха ночью 0,5, днем 3,8 градусов, температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.